селение Майсты, что в Чечено-Ингушетии, можно попасть только на вертолете. Впрочем, и пешком, но с риском для жизни. С риском для жизни и добирались в эти места, жившие здесь много веков назад, солнцепоклонники, предки чеченского народа. Зачем и почему пришли они сюда, на недоступные скалы? Действительно, это удивительно, но на сегодняшний день на этот вопрос ответить очень сложно. Вот. Я все это время, сколько работал, постоянно об этом задумывался. Вот, видимо, были какие-то очень сложные, тяжелые времена. Была какая-то опасность, удивляясь, как вот люди могли в этих условиях жить и что их могло загнать вот на эту скалу. И этот аул был заброшен, судя по преданиям, где-то около 300 лет назад. Вот как говорят вот чебаны, даже в вечернее время боялись мимо пройти, считали, что там собираются черти. Вот в этом году мы начали уже археологические раскопки. Когда жили люди, когда этот комплекс действовал, функционировал, пока мы можем только предварительно предполагать, что он функционировал где-то до 14-15 века. Архитектурный комплекс Фар-Скалой. Это действительно уникальный комплекс для нашей республики. Второго такого... Руслан Арсанукаев, руководитель археологической экспедиции, мог бы многое рассказать о найденных экспонатах. Находки не молчат. Они могут расшифровать далекие голоса прошлого. Глядя на идущих по горным тропам археологов, подумалось, а что же оставим уважаемым потомкам мы, чтобы они поняли и нашу жизнь, и наше время?